Сегодня Артур Мистоев говорит, сам ест и сохраняет ясность ума. Пока он не может самостоятельно передвигаться, но с каждым днем ему становится все лучше. Я горжусь такими людьми, которые меня взялись за эту работу и начали профессионально свое дело показали. Я чувствую себя хорошо. А всего несколько месяцев назад его жизнь висела на волоске. В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы экстренно доставили Артура Мистоева. Он упал с лестницы вниз головой с высоты 7-8 метров. Состояние было критическим. В течение ночи реанимационная бригада, другие специалисты пытались стабилизировать его состояние. Ввиду того, что было крайне тяжелое состояние, нестабильная гемодинамика, кома по неврологическому статусу, от оперативного вмешательства было решено воздержаться. И до утра пытались стабилизировать это состояние. Реанимация тоже сделала все, что могла. Они очень хорошо оказали ему помощь. Даже эти минуты, мне кажется, сказались намного больше, чем даже последующее лечение. Уже на следующий день был проведен консилиум, после которого к лечению подключили специалистов разных направлений. Всего Артуру провели 3 сложные нейрохирургические операции. Каждая из них была необходима, чтобы стабилизировать его состояние. Через 3 месяца после операции, по воле Всевышнего, пациент вышел из комы и удалось сохранить жизнь пациенту. Здесь хотелось бы отметить и работу реанимационной бригады, родственников, ну и волю пациента к жизни. Без одного из этих ситуация была бы иначе. Мне представили Муцольгова Ислама, и я растерялась, думаю, боже мой, что же он сможет сделать? Молодой парень, думаю, наверное, практикант, и там опыта нету. Но это было что-то. С первой же минуты он взялся за него. Ну, он говорил, что там, может быть, надежда есть, может, нету, я не могу вам ничего сказать. Врачи признаются, что мало кто верил, что пациент сможет пойти на поправку, но итог превзошел все ожидания. Если посмотреть снимки, все кости черепа раздроблены, там пришлось по кусочкам эти кости собирать и удалить огромную часть гематомы, поэтому надежд было мало, но все-таки свершилось чудо. За 4 месяца Артур прошел тяжелый путь. Почти все это время он находился в коме. Позже, когда мужчина пришел в сознание, его отправили на реабилитацию в Москву и Грозный. Врачи были поражены, что, несмотря на длительное пребывание в лежачем положении, у пациента не оказалось ни одного пролежня. Это все заслуга ингушских медсестер, которые круглосуточно следили за состоянием больного. 50% выздоровления данного больного или даже всех остальных наших реанимационных больных, это, конечно, труд наших девочек, медсестер, младших медсестер, потому что больные все время нуждаются. Доктор-то напишет назначение, посмотрит, пойдет к другому больному, а девочки круглосуточно занимаются этим больным. Это его надо покормить, повернуть. Каждые 2-3 часа больного надо поворачивать, чтобы он на одном месте не лежал, чтобы не образовались пролежни. Его надо почистить, помыть. История Артура Мистоева – это наглядное подтверждение тому, на что способны профессионализм и неравнодушие врачей. Благодаря слаженной работе команды специалистов, а также поддержке родных, пациент смог вернуться к жизни после тяжелейшей травмы. Мария Амбата, Акрамат Дасхоев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.